bahçesi, Giresun'un içinde yeşil fındık bahçesi. Vurdular sevdiğimi, yere düştü bohçası, yere düştü bohçası. Vurdum düştüm yere, gidemedim uzağa. Vurdum düştüm yere, gidemedim uzağa. Ne edelim sevdiğim, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Ne edelim sevdiğim, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Селям алейкум, в эфире программа Джангл Студио. Сегодня у нас в гостях музыкант-фольклорист, композитор, заслуженный деятель искусств Украины Джемиль Кариков. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям, хош булдық. Как настроение, Джемиль ага? Гузель, хорошее настроение. Джемиль ага, я знаю, что вы очень давно занимаетесь возрождением крымско-татарской народной музыки. Расскажите о своих первых шагах на пути к ее сохранению. Дело в том, Алия, что я учился в Ташкенте на композиторском отделении, вот, и вольно или невольно люблю писать национальную музыку. А для того, чтобы музыка была национальная, конечно, надо знать источники, надо владеть материалом. И я стал заниматься, прослушивать старые записи, когда были такие бобины круглые, большие, стал расшифровывать их. И потом я работал в ансамбле «Хайтарма», и непосредственно иногда с голоса пришлось записывать те или иные образцы вокальной музыки от музыкантов, инструментальные варианты. А у кого вы записывали? В «Хайтарме» много музыкантов работало. В то время, это 80-е годы, работал Немедаха Арсланов, Урия, Текерменчикли, Февзи, Белялов, Мунир, Аблаев, Джемилия Османов, да и просто музыканты приходили постоянно в филармонию, там, где мы работали. И помимо этого еще есть, ты знаешь, у нас очень много так называемых свадебных музыкантов, да? Мало кто из музыкантов не прошел через эту ступенечку, скажем так. И иногда попадались очень талантливые, способные музыканты. Очень много у них записал. Уже позже все это было более осмысленно. Очень здорово мне в этом смысле помог наш известный фольклорист, исполнитель Главер Османов. Настолько помог, что даже мы с ним вместе выпустили одну книгу «Песни степного Крыма». Краманчоль и Глара. В эту книгу вошли 50 образцов нашей музыки. Джемиль ага, а вот чем вы вдохновились? Почему вы захотели заниматься сохранением музыки? Ну, это здесь очень простая причина. Дело в том, что наша музыкальная культура, к большому сожалению, не прошла все те измы, которые были в музыкальных культурах других народов, скажем так. Есть на это исторические причины, судьба нашего народа вообще. Первая аннексия и все, что за этим последовало. Затем уже в 20 веке, значит,
поголовное выселение крымско-татар. И у нас не были институты развитые эти, то есть не было ни музыкальных школ, ни сборников, ни учебников по крымско-татарской музыкальной литературе, скажем так. И все это было переходило по принципу от отца к сыну и так далее. То, что называется устным народным творчеством. А для того, чтобы писать национальную музыку, конечно, надо очень многие вещи знать. И мне пришлось, говорю так, самому доходить до всего этого. Ну, хорошо, я взял на вооружение методологию, занимался, предположим, болгарской музыкой, турецкой музыкой, теорией этой музыки, узбекской музыкой. Потом все это я просто перенес на рельсы крымско-татарской музыки, если так можно сказать. Джамиля, когда вы впервые начали заниматься на народных инструментах? Это было гораздо позже. Это после моего посещения Турции. Я немножко в Анталии работал в пятизвездочном отеле, играл на фортепиано и на аккордеоне. Вот. Давно хотел играть на народных инструментах, но не было такой возможности. И в Турции я впервые приобрел саз. Это было в городе Анталия. И потом купил несколько учебников. И, как говорится, постой, чем дальше в лес, тем больше дров. Потихоньку эти горизонты стали для меня расширяться. Вот. Появился второй, третий, четвертый, пятый инструмент. Разные инструменты. Баглама, там, сасап с коротким грифом, баглама узунсап с длинным грифом. Потом появился танбур. Потом появился уд. Вот сегодня я еще буду играть. Потом появился сантыр. Это буквально недавно я стал заниматься на этом инструменте. Я думаю, сказать, что это очень сложно переходить с одного инструмента на другой, если учесть, что мне уже было за 40, когда я стал играть на этих инструментах. Я это делаю совершенно не стесняясь, наоборот, чувствую какую-то миссию. Понятно, что я виртуозом уже не буду при исполнении тех произведений на этих инструментах, но, по крайней мере, мне хотелось быть примером для подражания для нашей молодежи. Нам эту музыку в дальнейшем играть, нам эту музыку возрождать, и поэтому я думаю, что жадная до знаний молодежь прислушается к тому, что я говорю. Вот. И я думаю, что они, освоив эти инструменты, еще покажут нам очень хорошие образцы. То есть я
хотел сказать о том, что у нас, наверное, появятся свои виртуозы, исполнители на наших национальных музыкальных инструментах. А то, что это нужно дело возрождать, ну, это для меня бесспорно. Национальная школа музыкальная. Расскажите о своей идее. Пока со школы не получается, но вот сейчас есть очень хорошие, на мой взгляд, подвижки. Здесь, в Киеве, у нас будет при университете ТНУ будет открываться кафедра тюркской музыки. Уже были переговоры и в Турции, и здесь, и вроде бы Совмин поддержал эту идею. Вот меня пригласили туда преподавать. Проблема одна, нужны кадры, нужны преподаватели. Кого планируете привлекать? И нужны студенты. Я дал согласие на работу в этом университете, на этой кафедре с одним условием, что мы будем приглашать преподавателей из Турции и из Азербайджана. Там очень хорошие школы. Откроется кафедра, иншаллах. А вот насчет все-таки школы. Как вы видите, где она должна территориально находиться? Алия, понимаете, дело в том, что у нас же специалистов нет, к большому сожалению. Я же не от хорошей жизни стал играть на этих инструментах. Закончив консерваторию как композитор, я был вынужден этим заняться. Образно выражаясь, я как бы наступил на горло своей песни. Но я это сделал, это осознанный выбор, потому что, ну, как бы не было людей, играющих на этих инструментах. Я думаю, что если появятся преподаватели, будут и ученики обязательно. Потом надо всячески популяризировать эти инструменты. Вот хорошо вот сейчас вот мы записываем телевизионный вариант, да, на телевидении, на радио. Много лет, вы знаете, что я стоял у истоков передачи «Елас Азам», и мы там записали большое количество народной музыки с разными музыкантами. Тогда потихоньку мы пытались вкрапливать этот инструментарий, да. Я приглашал музыкантов, кто-то играл на кеманче, кто-то играл на кавале, кто-то еще на чем-то. И так потихоньку мы должны возродить игру на этих музыкальных инструментах.
Джамиль ага, ваш главный жизненный принцип? Это сложно, наверное, сказать. Я хочу быть полезным. Ну, если учитывая мою профессию, наверное, полезным в своей профессии, прежде всего для своего народа. У нас профессиональных композиторов, так получилось, не так много. Откровенно говоря, можно посчитать на пальцах одной руки. Такой богатейший материал, такой богатейший фольклорный материал, и, к большому сожалению, он не находит эквивалента в профессиональном творчестве, к большому сожалению. Я это с горечью говорю. Но, с другой стороны, я говорю это с надеждой. Я знаю, что многие сейчас учатся у нас в консерваториях, вообще в музыкальных вузах. Вот. Я думаю, что подлинный расцвет кронштадтской музыки еще впереди. Джамиль ага, чем занимаетесь сейчас? Сейчас я продолжаю работу над сборником. Это своеобразная антология крымской музыки. Вот. Я много лет собирал уже вокальную, инструментальную музыку. Теперь настало время все это переложить на бумагу. Вот. Собственно говоря, я этим и занимаюсь. В этой книге будет и теоретическая часть. Я считаю это очень важным, потому что у нас до сих пор, к большому сожалению, нет ни одной серьезной работы, теоретической работы по крымско-татарской музыке. В эту книгу войдет и описание музыкальных инструментов, строй, диапазон и так далее, все слагаемые. И это один момент. Это серьезная работа. Я уже, если в процентном отношении, процентов 70 работы это сделал уже. Сейчас все это мы переводим в формат PDF. Я надеюсь, что в этом году вот такая книга выйдет. И что нужно сказать, сюда войдут и образцы музыки ханского периода. Когда-то у меня выходил сборник отдельно такой инструментальной музыки ханского периода. В этот сборник войдут и духовные песнопения, и ляхи. Тоже отдельно я издавал когда-то. Теперь в более полном виде. Сюда пойдут образцы всевозможных песен лирических, бытовых, дуэтных песен, хоровых песен, исполняемых в унисон. И образцы, вот то, что я сказал, инструментальной музыки, начиная от сасси маэсы, пешрефов или пешрафов, как у нас говорят, ну и так далее. Çok sağ olun Джамиль ага за интервью, за вашу музыку, за то, что вы делаете. Удачи вам и вашей передаче. Я думаю, что у вас всегда интересные гости, в дальнейшем, чтобы они были интересные исполнители. И вот сегодня я играл там на нескольких инструментах национальных, повторяю еще раз, понятно, что я не виртуоз, да, но мне кажется, что все-таки будут подражатели
последователи. Я обращаюсь прежде всего к молодому поколению. Вам нужно осваивать эти инструменты и играть на них. В Крыму веками был совершенно другой саунд. Мы очень многое потеряли. Вот, если говорить о музыкальных формах, то у нас выпали не просто отдельные образцы, у нас выпали целые жанры. Да, к большому сожалению. И кому как не молодежи все это восстанавливать. Обязательно. Я понимаю, что сейчас век высоких технологий, но вот давайте обратим свой взор, ну, положим, посмотрим на Японию. Какие технологии, да? И в то же время они ходят смотреть на цветение сакуры. Они совмещают эти вот простые, естественные вещи с самыми высокими технологиями. Нам бы у них поучиться в этом смысле. Я надеюсь, у нас будет хорошее будущее. Я надеюсь, что многие музыканты прислушаются к вам и последуют вашему примеру, Джумираха. Чух сагу у нас. С вами была программа Jungle Studio. Оставайтесь на телеканале АТР. Слушайте хорошую музыку.